Депутат Одесского областного совета Юрий Демчогло присутствовал в Камрате на презентации Гагаузского атласа. По его мнению, эта огромная работа, проделанная учеными разных стран, стоила того, чтобы атлас Гагаузии занял достойное место среди подобных изданий других регионов. Этот труд, он не дешевый труд, потому что сам по себе группа ученых, которая работает многие месяцы, 1,5 года, труд должен быть оплачиваемым, и само качество тоже атласа довольно хорошее. Я разбираюсь в этом, я вижу, что дорогая финская бумага использована. Руководитель проекта Виталий Кюркчу отметил, что эта карта отличается своей выразительностью и точностью, что в ходе работы авторы выявили много допущенных ошибок в картах Молдовы в отношении окраин автономии. Это касается прежде всего села Карбалия, где значительная доля, где-то процентов 40 населенного пункта, ни на одной карте Республики Молдова не показывается, что это территория АТО Гагаузия. Мы взяли все атласы, которые были изданы в Республике Молдова, везде присутствует ошибка в границах АТО Гагаузия. Башкан автономии Михаил Формузал поблагодарил всех, кто был причастен к разработке атласа Гагаузии, и подчеркнул, что этот документ издан на 4 языках и будет полезным как иностранцам, так и студентам, обучающимся в местных довузовских учреждениях и вузах. Все наши дети учатся, которые в доуниверситетских учебных заведениях, могут пользоваться. Это и статистическая отчетность, это и информация достоверная, проверенная, которой можно пользоваться. Это и рефераты, это и дипломные работы. Пожалуйста, на этот источник могут ссылаться, опираться, брать отсюда данные. Издание атласа Гагаузии составило 215 тысяч леев. Общий тираж – 1000 экземпляров. Из них 500 атласов будут направлены в учебные заведения Гагаузии. Остальные 500 уйдут в зарубежные вузы, подчеркнул начальник управления экономического развития Гагаузии Виталий Кюркчу.